Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В России День среднего профессионального образования отмечается ежегодно 2 октября. И дата была выбрана не случайно. В этот день, в 1940 году, был подписан указ Президиума Верховного Совета СССР о государственных трудовых резервах, который считается отправной точкой для создания системы профессионального образования в стране. Об этом мы сегодня и поговорим. Наша гостья в студии Светлана Кириллина, руководитель Департамента государственной политики в сфере науки, профессионального образования и целевой подготовки Министерства образования и науки Республики Саха. Светлана Сергеевна, добрый день. Здравствуйте. Начнем, наверное, с самих организаций, которые оказывают образовательные услуги. Сколько всего учреждений СПО сейчас у нас в республике насчитывается? У нас в системе СПО в республике на сегодня 52 учреждения. Это в том числе у нас наши подведомственные, государственные, частные и также учреждения, которые открыты и функционируют при федеральных вузах. Всего у нас насчитывается порядка 25 тысяч студентов, и это считается большое количество в целом, если сравнить с другим регионом России. Ну, понятно, что помимо образовательных организаций идут еще и работа над федеральными проектами. Над какими именно? Основной сейчас федеральный проект в системе СПО — это у нас профессионалитет, который реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Отметим, что сегодня мы торжественно открыли учебный корпус, который был победителем в прошлом году федерального проекта «Профессионалитет», как раз-таки по двум программам. Это оснащение отдельно и отдельно капитальный ремонт здания, учебного корпуса. И вот сегодня в торжественной обстановке с коллективом, с участием правительства мы перерезали ленту, можно сказать, да, и отрадно отметить, что учреждение у нас Якутский педколледж, он у нас здесь находится в городе Якутске, и в этом году ему исполнилось 111 лет. По кластеру педагогика направления, да, в целом профессионалитет у нас подразумевает собой объединение всех учреждений, которые готовят кадры по одному направлению. И у нас таких 3 колледжа педагогических именно, и в их кластер входят как раз-таки школы, детские сады и работодатели наши основные. Значит, цель федерального проекта — это вообще новая такая модель образования, внедрения, да, новых инструментов, региональных компонентов. Поэтому после внедрения федерального проекта это не только оснащение, это как раз-таки у нас меняется в целом подготовка кадров, то есть механизмы подготовки кадров. А каким образом? Ну, я всегда думала, знаете, может, мое мнение ошибочно, что проект «Профессионалитет», он имеет какое-то отношение к конкурсу «Молодые профессионалы». Нет, это отдельный проект, и, значит, чтобы вообще в целом готовить современные, хорошие кадры в той или иной отрасли, нам нужно, во-первых, оснастить, да, провести ремонт, чтобы студенты наши обучались в новых площадях, они называются зоны по видам деятельности, да, это в рамках федерального проекта, и сама разрабатывается программа, то есть бывает, что у нас сокращаются сроки обучения, региональные компоненты добавляются, дуальное обучение. То есть профессионалитет — это не просто мы сами готовим, а это мы готовим наравне, в согласии с нашим работодателем, который как бы в первую очередь знает, какие кадры нам нужны на предприятиях, в частности, если так возьмем в школах, да. Поэтому тут идет такой тесный контакт, и в целом благодаря проекту у нас должны выходить прям такие передовые, прям очень, как можно сказать, выразить, компетентные и квалифицированные кадры. Тогда давайте поговорим об изменениях, которые начались с начала нового учебного года. Какие-то нововведения явно появились? Ну, во-первых, это везде, да, у нас цифровизация, внедрение, значит, инструментов искусственного интеллекта. И у нас важнейшим нововведением в этом году получается внесение изменений в федеральный закон об образовании, где профессионалитет, модель образовательная профессионалитета уже признана как, на уровне федерального закона признана действующей моделью.
Также у нас демонстрационный экзамен признан как государственная итоговая аттестация, то есть практически все выпускники наши будут сдавать демо-экзамен. Там за исключением нескольких профессий идет специальностей. И, значит, основное еще у нас включение в управляющий совет обязательно работодателей, управляющий совет учреждения, работодателей и партнеров. То есть закон в силу вступает некоторые части с 1 января 2026 года, поэтому у нас сейчас пока мы ждем федеральные методики и так далее, чтобы внедрить здесь у себя в эти изменения. Ну вот учитывая, что сейчас в образовательных учреждениях СПО насчитывается около 25 тысяч студентов, насколько рынок труда обеспечен кадрами? Потребность, конечно, у нас есть, она растет ежегодно, потребность именно в рабочих кадрах, поэтому как у нас формируются контрольные цифры приема, это относительно, в соответствии с прогнозом потребности кадров. Ежегодно мы проводим конкурс и, значит, утверждаем контрольные цифры приема. Здесь больше, конечно, у нас идет работа точечная, да, с предприятиями и с Государственным комитетом занятости. Мы нацелены больше на целевые договора заключения, да, чтобы у нас по итогам выпуска студент-выпускник сразу был трудоустроен на то или иное предприятие. Поэтому мы стараемся, конечно, закрывать потребность, но с каждым годом эта потребность увеличивается. Но как увеличивается потребность, так и увеличивается интерес у нас среди абитуриентов. К примеру, в этом году у нас было значит, зафиксировано 44 тысячи заявлений, из них уникальных порядка 29 тысяч. То есть, если взять в сравнении с прошлым годом, эти цифры в 2 раза меньше. А вот эти 29 тысяч уникальных заявлений, это по каким направлениям подготовки? Также у нас всегда лидерами остаются это здравоохранение, педагогика, также у нас транспорт, логистика, да, в этом году как бы интерес повысился, и IT-сфера. Ну, это, наверное, веяние времени, потому что если применяются технологии искусственного интеллекта, то вполне да. А вот в рамках реализации мероприятий социально-экономического развития Дальнего Востока открываются же новые мастерские. Какие именно? Да, мы открываем в этом году 23 новые мастерские. Они у нас разбросаны по всей республике. И торжественное открытие мы планируем на 2 октября. Значит, у нас вообще создание мастерских реализуется с 2020 года. Тогда был еще проект «Молодые профессионалы», федеральный проект «Молодые профессионалы» в рамках национального проекта образования. Сейчас это у нас по линии Минвостокразвития. Значит, это уже 3-й год, когда мы открываем эти мастерские, поэтому их насчитывается, то есть более 40. В этом году 23. Там есть и медицинский профиль, и обычные рабочие специальности, и педагогика. А в этом, кстати, большой плюс, потому что ребята, которые обучаются непосредственно в мастерских, у них появляется навык, который потом применим на работе. А в целом, как вы можете объяснить такую популярность рабочих профессий в последнее время? Такая тенденция ведь складывается уже лет 10, наверное. Во-первых, скорость получения, да, если можно так назвать, в 2-3 года и человек уже выходит на рынок труда. То есть это возможность быстрее начать зарабатывать. Некоторые у нас профессии, то есть у нас обучение начинается от года. Поэтому это очень быстрый способ получить профессию, специальность. И многие продолжают дальше обучение уже в заочной форме, уже работая. То есть во многом ребята видят в этом плюс. Дальше у нас вообще система СПО у нас сейчас модернизируется, поэтому ребята видят, как это не просто вот как раньше, да, у нас было. Сейчас они все-таки интересуются. Очень много федеральных проектов, региональных проектов реализуется. И вот популяризация все-таки, чем мы занимаемся, еще вот порядка 10 лет, все-таки дает свои плоды, и интерес у нас возрастает.
Тогда про конкурс профмастерства. Если теперь изменилась повестка, да, ну, что теперь у нас по линии Минвосток развития все это дело происходит, ждать ли студентам у конкурса, где они смогут проявить себя в этом году? Вообще одно другому не противоречит. Мастерские, которые создаются по линии Минвосток развития, они оснащены в соответствии с стандартом, который у нас есть, да, и чемпионаты в целом проходят ну, по данным стандартам. Вообще у нас чемпионатное движение, вот сейчас у нас ребята, у нас чемпионат высоких технологий проходит в Нижнем Новгороде, и у нас один студент занял 3-е призовое место. Ого. Об этом мы узнали вчера. Поэтому вообще чемпионатное движение, оно очень много дает ребятам. То есть помимо того, что они обучают теорию, практику, себя в колледже, у них есть возможность поехать. То есть это же несколько этапов, они проходили еще дополнительный отбор, они могли посмотреть, как, значит, конкурсанты участвуют с других регионов. Вообще мы еще стараемся вывозить их на такие площадки стажировочные, поэтому все-таки общение между собой еще у них идет, да, и главное, что у нас преподаватель, мастер производственного обучения, который назначается экспертом в своем учреждении, да, он все-таки внедряет новые технологии в образовательный процесс благодаря вот чемпионатному движению. В частности, если взять чемпионатное движение Обилимпикс, да, который проходит у нас для студентов с ограниченными возможностями здоровья, то есть это помимо того, что, конечно, это социализация больше, да, но мы гарантируем далее трудоустройство всех участников, вне зависимости, призер он или нет. Да, это здорово. В преддверии Дня среднего профессионального образования, несмотря на то, что до 2 октября еще прилично времени, может быть, есть у вас пожелания для студентов, для работников сферы образования? Но, как у нас говорят, да, кто пришел в систему СПО, тот там и остается, поэтому я пожелаю своим коллегам, всем сотрудникам, всех там категорий, преподавателям, это терпение, мудрости и чувствовать гордость за своих учеников, за своих студентов, за их успехи и продолжать развивать нашу систему. Что же касается студентов, им яркой, студенческой, веселой жизни и много, конечно, смелости для участия в тех или иных чемпионатах. Светлана Сергеевна, большое спасибо, что пришли к нам сегодня. По возможности приходите к нам еще. До свидания. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.